Мы прилетели 1 декабря, как раз к номинальному началу зимы, да, которая у вас уже с октября месяца идет, и попали на великолепный праздник, который проходил в парке культуры. Значит, мы встретились с Дедом Морозом, с Чингисханом, да? Встретили Новый год, проводили Новый год, передали Новый год, значит, передали посох в Ханты-Мансийск. Было, конечно, здорово. Замечательная температура, хотя нас пугали, что будет дико холодно, оказалось все наоборот, было хорошо. Здорово у вас, я хочу сказать, что Якутия нас приняла прямо восторженными. Кроме кулинарного наслаждения получили еще эстетическое. Удачи вам, зовите нас всегда, мы будем приезжать, а вы к нам. Думаю, что особенность судьи в том, чтобы оценивать вкус блюда, его красоту, и также очень важно оценить образ мыслей повара. У вас такая кухня шикарная, ее надо просто поднимать и вот этот колорит держать на высшем уровне и не мешать там, допустим, какие-то продукты с вашими продуктами. Пусть будет проще, но оно даст тот вкус, тот колорит сам по себе, который был издревле здесь. Мы открылись ровно год назад. Мы являемся первым охотничьим пабом на севере. И мы готовим блюда из дичи, которые добывают сами охотники. Я бы выделила котлету из мяса сахатова, потому что мясо из лося, оно достаточно жесткое. Но оно жесткое, потому что жира нет. И поэтому мы из этого мяса сахатова приготовили котлеты, так оно более мягкое, сочное получается. У нас есть 3 замечательных повара. Это Афанасьев Степан, Расторгуев Сергей и Михаил, временно исполняющий обязанность шеф-повара.
Мы работаем каждый день, а по выходным у нас здесь веселые мероприятия проводятся. Все блюда, представленные для судей фестиваля «Вкус Якутии», они в нашем меню представлены. Так что приглашаем каждый день попробовать эти блюда. Наш паб «Дикая утка» открылся 6 лет назад и по достоинству считается первым ирландским пабом, который открылся на территории Якутии и вообще в зоне вечной мерзлоты. Сегодня на конкурсе мы представили новое меню и с радостью хотим пригласить и горожан, и гостей столицы отведать изысканные деликатесы. Самый топ – это у нас стейк из косули. Каждую пятницу, субботу в нашем пабе проводятся живые концерты, этномузыка, джаз, поп, рок разных направлений. А каждую среду и четверг мы проводим интеллектуальные игры квиз и киновикторина. Поэтому программ много разных, а меню у нас тоже очень разнообразное, и напитки, и блюда. Так что приходите, гости, к нам, мы будем очень рады. Мы вот постарались соединить и традиционные якутские блюда, и внести так плавно внести в японскую кухню, в японские традиции. И ну, холодные закуски мы не изменяли, мы единственное вот добавили такого японского перфекционизма в сервировку. Не в состав, не в приготовление, а именно только в сервировку. И традиционные японские блюда мы приготовили из якутской жеребятины. Я думаю, что японские блюда, они только выиграли из-за того, что мы использовали якутскую жеребятину. Японский чай был представлен гинмайча, который очень интересен, он незаслуженно как-то его рестораны обходят, поэтому широкая публика этот чай не знает. Это очень такой уникальный чай. Он готовится, вот чайная смесь готовится с добавлением коричневого жареного риса.
который добавляет вот, ну, какую-то просто незабываемую нотку в этот напиток. И традиционный, очень любимый японцами японский хлопок. Это нежный, легкий десерт. Ну, можно сказать, он близок, ну, если вот человеку, который не знаком с этим блюдом, можно сказать, что это чизкейк. Японский хлопок, тоже с нашей молочной продукции, там масло, сливки используются и яйца, конечно. Любое наше общение – это все-таки энергия. И если мы собираемся с близкими, то вот не хочется расплескивать на большое пространство эту энергию полученную. Поэтому ну, вот это в полной мере наши гости получают в нашем ресторане. И я всех приглашаю посещать наш ресторан. Мы всегда рады нашим гостям и приглашаю вас попробовать нашу кухню. Сегодняшнее кулинарное направление, которое вообще существует во всем мире, оно предусматривает в себе все аспекты деятельности. То есть это должно быть, ну, во-первых, очень важно, и все-таки во всем мире, опять же, это есть, это локальный продукт. Что мы хотим всегда увидеть в таких краях, как Якутия, там, Сибирь, Дальний Восток, потому что, ну, кто еще может похвастаться своим богатством природы? Конечно, хочется вот попробовать в первую очередь всем приезжим абсолютно то, что вот в других местах не попробуешь. Эти все строганины, чуши, там специальные какие-то выпечки, оленину и так далее и тому подобное. Я считаю, что в сетах, во всяких презентациях надо на все обращать внимание. И презентация блюда, и интересное приготовление, и новшества. Потому что сейчас очень важно для людей не только вкус, но еще и визуализация. Многие люди едят глазами сначала, понимаете? А самое главное, еще есть один большой аспект – это стоимость блюда. Об этом тоже нельзя забывать, потому что можно наворотить столько черной икры сверху, но тем самым отпугнуть людей. То есть все должно быть сбалансировано во всем – во вкусе, в цвете, в подаче, в еде, а главное – в свежести. А еще главнее – в умении готовить.